қайырлы күн. Самарқанд марафон тағы бір ерекшелігі. Келген туристерге арнап экскурсия өткізеді, жүгіру арқылы. Соған таңда міне 8-де тұрып бара жатырмын. Міне жатқан жеріміз осындай шамауданда. Қала өте таза. Міне танаптай осылай сатырап жинап алады. Әйгілі Регистанның қасынан өтіп келе жатырмын. Міне мынандай қабырғалар. Мозаика дейді ғой, мен осылай әдемі бұйымдармен жасалған. Самарқандтың кіндігі деп айтуға болады. Барша келген туристер осы жерден бастайды. Мына әйгілі Регистанның 3 объектісі. Мына жерде 3 медресе дейді. Біреуі Толықбектікі, екеуін атын ұмытып тұрмын. Осы алаңға азаматтар, келген туристер осы жерге жиналады. Мынаның үстіне шығып, мына кешке мына жерде бір жарық шамдармен шоу болады екен, осы жерде көреді. Мына танытпай адамдар, туристер жүр осы жерде. Вас как зовут? Саша. Саша. Просто говорят, я со стороны как далеко. Вот Иркутск, Россия. Сколько километров примерно отсюда? Ой, я не знаю. Да больше, да? 2000 будет, да? Да больше будет, да? До Новосибирска 2000, я еще с Новосибирска летел. Вот, ну, думаю, здесь европейцев тоже много. Туристов, да? Да, англоязычные. Впервые бегаете? Здесь? Да, Самарканд. Впервые, да? 42. 42 не впервые. Нет, сейчас 42 будете бегать, да? Ага, вот вместе будем 42 бегать. Удачи вам. Мына жерде таңғы жүгірістің алдында Қарақалпақтан келген балаларымыз бар. Есімі бар? Камиль. Камил, қанша шақырым? 40 километр. Камил Түркістанда да жүріпті, Алматыда жүріпті. Алматыда жүреді. Бішкекте де. Мына тоқтамай жүрген бауырларымыз бар. Нүкіс қаласынан келген. Қалай кіргеніне қанша уақытта? 3 сағат 45 минут. Жақсы. Сәттілік, басы травма болмасын. Регистан алдына жиналдық. Қазір түсініккене жұмыстары жүреді. Барлығымыз жиналып тұрмыз. Мынандай ақпарат айтайын, мына назарда Здрасте. Я рекламирую. Әртүрлі фирма көбісі. Фон кәдейді, Демай, бәрі арнайы. Ibland gör jag det annat. Nej, jag gör det ganska sällan då, för jag orkar inte göra det. Мына Астанадан келген жерлестер. Женя, Богдан. Левый берег, правый берег. Правый, левый. И вот Караганда, как всегда. Синяя футболка. Здравствуйте, вы откуда будете? Здравствуйте, мы из Таджикистана. Таджикистан? Душанбе, да? Да. Разные регионы. Разные, да. Успехов. Вам тоже. Здравствуйте, вы откуда? Откуда будете? Россия. Россия, город? Воронеж. Воронеж? Ага. Легких ног вам. Сибирь. Красноярск. Россия, да? Да. Россия. Это где? Владивосток? Это холодно. Красноярск, где Байкал. Там, Уже где холодно. Холодно, Не, я теплее, знаю, чем в да. Самарканде. Good day. Where are you from? Sweden. Sweden. Швеция. Stockholm. Стокгольм. Ага. Nice to meet you. Из Москвы. Москва, да? Ага. Удачи вам. 42? Да. 42? Россия? Ага. Якутия? Потому что ответ, что не классно. надо. Из Москвы. Москва? О, классно. С России много. Ага. Вы тоже? Нет, Казахстан. Вы Ташкент. Ташкент Ранаксавы. Ага. Астана. О, давайте. 42? Мы в Туркестане были недавно. Вы прям 42 бизнес, да? у нас десятка. Десятка. Удачи вам. Это вот из Ташкента. Ташкента, да? Здравствуйте. Я смотрю, что Ташкента с Узбекистана как будто маловато.
Наоборот, с России много. Ну, Казахстан. иностранцев, кстати, много. Астана. Еще не приехали, поезд просто в обед приезжает. Не торопясь они, да? Да. Понятно. Те, кто прилетели уже в Самарканд, они Ты говоришь, Успехов. Sorry, where are you from? from London. London. Great Britain. Kazakhstan, Astana. 42 kilometers. 42, you? Two. Nice. Two. Good luck. My favorite fighter from Kazakhstan. What? My favorite fighter from Kazakhstan. Triple G? Yeah, Shavkat Rakhmonov. Oh. You know Triple G? Yeah, Triple G. Yeah, Triple G. Yeah. Also, Triple G, legendary. But now Shavkat, UFC. Shavkat, yeah. Amazing, I like it. Morning. Morning. Where are you from? Kenya. Kenya? Yes. Oh, Kipchoge. Yeah. It's my favorite runner. Yeah. Okay. Good luck. Thank you. 42? Yeah, 42. 42. Мынау қызық болып тұр, мынау екі Аргентина бір-бірін осы жерден тауып, осы жерден жаңағы танысып жатыр. Қызық. Беговая экскурсия ориентирована на то, что мы с вами совмещаем приятную, легкую утреннюю пробежку с знакомством с самыми главными достопримечательностями города. Мы с вами двигаемся каким образом? Останавливаемся, рассказываем что-то, бежим небольшое расстояние, около километра, снова останавливаемся, снова рассказываем, на что мы с вами сейчас смотрим, что мы видим, снова бежим и так до самого конца. Стартуем мы здесь, на Регистане, на этой смотровой площадке, и финишируем мы с вами здесь же. Займет это у нас чуть больше 1 часа, и экскурсия проводится параллельно на 2 языках. Hello guys, my name is Dinara. Can you raise your hands who needs translation in English just to make sure that I understand? По площади на территории Республики Узбекистан, Класс. в правую руку от нас находится медресе Шердор, что означает украшенный пламя. А прямо напротив нас, по центру Регистана, медресе и целый комплекс Теля-Кори, то есть покрытый золотом, позолоченный. И действительно, духовная архитектура оставляет много свободы в плане использования материалов, декорирования, украшения. Но как выглядит внешне та или иная постройка, достаточно жестко регламентировано. И поэтому, глядя на ансамбль Регистана, а это именно ансамбль, мы видим очень похожую, равномерную, стилистически выверенную композицию. И сложно сказать, кто из этих медресе относится к 15 веку, например, медресе Улугбека, а кто к 17-му, как законченный Теля-Кори или Шердор. С 15 века до 40-х годов 20 века Регистан был и по факту... Подходите ближе. Подходите ближе, пожалуйста. А ваш не работает, да? Работает. Просто очень сильно не хочется громко кричать и будить абсолютно всех, но мы будем стараться. Вот так, наверное, лучше, да? О, огонь. Супер. С 15 века до где-то 40-х годов 20 века Регистан был и по факту, и де юре центром города. Он выполнял функции и рыночной площади, и места общего сбора. И сейчас это получается как бы религиозная постройка только на два дня в году, на большие религиозные мусульманские праздники. Все остальное время это абсолютно светское место, комплекс архитектуры, музеев, куда могут приходить все желающие вне зависимости от их вероисповедания, просто вдохновляться этой прекрасной архитектурой. Таңғы жаттығу міне басталды. Барлығы алға қозғалып келе жатыр. Қазір барлығымыз экскурсия жасап жүгіреміз. Самарқандтың басты көшелерінің бірінде енді қарап отырсақ мына жерде танып қой, бұларда таңғы кафе барлығы. Постоянно бегаете? Какой у вас марафон? 21. Первый? Нет, второй. Второй? В Ташкенте бегали? Да. Ага. Марафон
А вы? И пятерку. Пятерка? Да. Ага. Удачи вам. В Туркестане десятку душу. 21 на сколько хотите закрыть? Ну, я хочу неспешно. Ага. Главное закрыть, да? А, все нормально, закройте. Легких ног вам. Вам тоже. Так, вот товарищ с Иркутска. Тоже вместе. А впереди, как всегда, женская команда у нас впереди. У нас по Материнхат. Женщина вперед. Вы из Москвы? Да. Какой район? Какой район живешь? Тюзина. Ага. А вы? Запад. Юго-запад? Просто запад. А я на юго-западе живу. Рахис. Учился там. Почти земляки, можно сказать. Да. 42 же, да? Да, да, да. 5-й марафон О, молодец. за сезон. И здесь уже, да? Не первый раз, наверное, здесь. Нет, первый. А, первый? Мы мейджор закрываем. А, Танк, слышали, да? да, Танк, да. танк. А, это у вас серия марафонов, Серия да? марафон. Вот А, и у вас 10 человек закрываем. И у вас будет красивенная медаль. Ну, да, вот, чтобы нормально было завтра. А, ну, Без травм, без ничего. да, все хорошо. Может, вы тоже выходите? Мынау таңғы жүгірісте міне бұл жерде жылда өтеді. Келген марафоншыларға арнап жасалған осындай экскурсия. Міне алдымызда гид. Қазір Самарқандтан басты көшелерді жүріп келе жатырмыз. Мы вчера дорогу самое интересное по программе. Ағылшынша жақсы білсек, көп интервью алуға болатын. Мысалы міне Кения азаматы. Good luck. Thank you. Excuse me. You run 42? What's your how your result? What's your record? 2 hours, 1 minute. In Europe? No, in Kenya. Kenya? And how old are you? How old are you? Максимально интересно. 36. Okay. What's your name? Jacinda Chapach. Макс, Марго. Прямо за нами, за вот этой огромной надписью «Самарканд», мы видим памятник Амиру Тимуру, Тамерлану, великому правителю, великому завоевателю. Земля. Он всю свою жизнь сознательно строил империю. Империя огромна, столица империи Самарканд. Империя, на которой, да, вот строил свои владения Амир Тимур, называлась Туркестан. Дословно земля тюрков. Если посмотреть на современную карту, то это будет юг Казахстана, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан. И это все было одной единой, ну, по сути, да, империей имени этого человека, имени этого правителя. Являет свои права на эту землю. И в 1865 году Российская империя начинает присоединять к себе Туркестан. В 1868 году русские войска взяли город Самарканд, и для того, чтобы утвердить себя, империя первым же делом приняла генеральный план застройки города. Это территориальное деление, заложенное еще в 19 веке, можно проследить на карте города и сейчас. Глобально Самарканд можно разделить на 3 района. Это Темирюльский район новой застройки, Багишамальский район колониальный, так называемый, русская архитектура,
И Сиамский район, исторические места, базар, основные достопримечательности города, доставшиеся нам в наследство от 8, 11 и даже более ранних веков. Здесь тоже неспроста. Поскольку Самарканд был столицей его империи, логично усадить его во всем блеске, роскоши и великолепии его как правителя и военачальника здесь, чтобы он смотрел, да, вот на город с одной из его высоких точек. Время правления Амира Тимура — это 1370-1405 годы. Это довольно давно. На Амира Тимура в блеске его славы, мы, как бегуны, имеем роскошь так вот схлопнуть время и пространство и посмотреть, где же он свой земной путь закончил. А заодно сделать такую маленькую экскурсию в его большую расширенную семью. Кто кем приходился, кто чем занимался, где все это для него, по крайней мере, закончилось. Следующая точка нашей экскурсии, буквально в 500 метрах отсюда, мы побежим к мавзолею Гур-Эмир. Бегу нашим экскурсоводом. Вас как зовут? Ольга меня зовут. Ольга, вы отсюда, да? Нет, я из Ташкента. Ташкент. Ну, место. Ну, вы историк, да? Нет, я не историк, я бегун. Ага. Ну, вы... Я заинтересована в истории Самарканда. Классно, вы бегун и так рассказываете, как точно. Спасибо. Ага. Возможно, равномерно по этой площадке. У каждого города есть свой официальный Слушаем. или неофициальный архитектурный символ. И мавзолей Гур-Эмир — это, безусловно, символ Самарканда. Многие сравнивают его купол с бутоном тюльпана. Это именно мавзолей, то есть это усыпальница, место, построенное на месте могилы одного из царей, вслед за ним. Есть версия, что именно смерть его любимого внука, которого он готовил именно к перенятию трона, вот настолько сильно подкосило здоровье Тамерлана, что его самого тоже не стало буквально через 2 года, в 1405 году. И на месте, где был похоронен внук Тамерлана и был построен вот этот мавзолей Гур-Эмир, что и означает в переводе могила царя. Внука Амира Тимура, здесь же похоронены 2 его сына, Шахрух и Мираншах. И похоронен последним, кто был похоронен на территории комплекса Гур-Эмир, это был тот самый правитель и ученый Мирзо Улугбек, медресе имени которого мы видели на Регистане. Это скажет в дальнейшем для судьбы самой страны. То есть мы сейчас смотрим на именно мавзолей, но внутри него, по сути, скрыт такой свой отдельный мир со своими большими хитростями. Раз мы упомянули про самого Амира Тимура, про его сыновей, про его внуков, будет логично познакомиться еще с другой частью, женской частью его расширенной семьи. Мы сейчас через Регистан, но немного с другой стороны, побежим вдоль большого комплекса Биби-Ханым. Кто уже бегал в Самаркандском? Тағы жүгіріп кеттік. Басқа бағытта енді Әмір Темірдің жолдасы Бибі ханым базарына барамыз. Просто в душе. Вы тоже из России? Мы из России, да. Все. Какой город? Привет. Какой Всем город? привет. Мы из Москвы. Москва. Бір қыз айтқан мына жерде жалпы бір қызға бұл жерде қыз балалар өте көп. Әйел адамдар көп екен. Бұл да бір жағынан қуантырады. Бірақ біздің елден әлде бір қыз-келіншекті көрген жоқпыз. Жалпы ұлдар бар. Вы, как сказали, с Ташкента, да? Да. Ага. Я говорю, козла крутые. Вы говорите, девушек много, да? Здесь много, но с Казахстана мало, я говорю. Вот это проблема. Когда мы говорим, строим здоровую нацию, я думаю, всегда девушки должны быть, как мотивировать. Вот. Это же круто же. Вы на сколько? На 42 бегаете? Десятку мы Десятку? взяли, да. Ага. Пешие горки Сложные классы, да? не стали 21 брать. А так бегали уже? Да. Ага. Ну, в Ташкент бегали, скорее всего. 21, да. Ага.
Таңғы жаттығуда экскурсияда басқа көшемен келе жатырмыз. Мына біздің экскурсовод әңгіме айтып келе жатыр. Қосымша жаттығу. Бұл таңғы. Вы откуда? Город? Нижнегород. Это рядом. Чем? Возле. Ну, за Северный Казахстан, да? Далеко? Где-то 400 от Москвы. На запад, на восток? Казани. Казань. Между Казани и Москвой. Ну, думаю, вы на 42. Точно. И не первый. Ну да, а вы? 42. 5-й марафон. А здесь были раньше? Нет, первый раз. Видел презентацию в прошлом году и сказал, точно сюда. Ну трассу поменяли, знаете, да? На какое время планируете? 3:29. 29, да? 3:30 хотите, да? То же самое. Язык. Там флипейсеры, мы с вами зацепимся и а тут подожмем. Ага. Чтобы все нормально было. Вроде погода тоже отлично. А вот, смотрите, они тут. Казахстан! Месси! Классно. Классно. Город красивый. Вы с России? Да. Первый раз Что первый? в Самарканде. В Самарканде, да, вчера. Вообще, в Узбекистане второй раз. Впечатлен красотой. Классно, да? Полезно, с приятным, да? Да. Утренняя Ну, пробежка. как предложили пробежать, Да? сразу не думать. Билет и сюда. Ассаламу алейкум. Марафон? 42, да. Какой у вас по счету? Вообще 8-й, в этом году 4-й. Но у меня из 8. Марафону только, да? Ну, в этом году, да, 4-й бегал. Вообще пробежал 8 марафонов. Ну, вот 8-й будет. Ага. Я 8-й бегу. Завтра, да? На какое время? Ну, я медленно, 3:49. 3:49. Тогда, ну, посмотрим, может. Не мой темп. Огромный официальный комплекс, роскошный во фронт. Всегда возникает вопрос, а что же там сзади? Знаете, бывает, да, вот такое роскошное какое-то строение, а сзади какие-то сараи, доски вот и прочее. Мы сейчас находимся на абсолютно не туристической стороне площади Регистана. Просто действительно на задворках. Но если мы посмотрим на вот эти стены, да, 15 век, 17 век, мы видим, что мастера не сэкономили ни на качестве строительства, ни на качестве отделки. Мы видим, да, что минареты, башни немного наклонены. Это не эффект Пизанской башни. Дело в том, что вся архитектура вот этих глобальных, огромных построек, как в Риме, да, как в Ватикане, она призвана показать человеку, насколько вот этот духовный мир больше его. И если стоять на самой площади Регистан, а я, конечно же, рекомендую посетить площадь Регистан, вы ощутите вот это вот чувство себя очень маленьким. И над вами будут давлеть вот эти огромные постройки. Вы видите, что в центре города нет высокоэтажного строительства. Все высокоэтажное строительство вынесено в другие новые районы. Поэтому мы сейчас, в 21 веке, смотрим на эти постройки точно так же, как смотрели на них жители века 15, 16, 17. Ничто не искажает перспективу. Эти постройки и для нас огромные, и можно себе представить, какой эффект они производили на людей вот 5 веков назад. При завершении застройки этот не основной голубой купол в 17 веке закончен не был.
Но, тем не менее, поскольку место относится, входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо, современные мастера смогли с соблюдением всех технологий, попадая в цвет, материал в материал, восстановить и доделать этот купол так, что различить место, где было достроено, а где было достроено сейчас, уже просто невозможно. Абсолютно не туристической дорожкой, единой колонной пробежим вокруг Теля-Кари, посмотрим на стартовый городок Самарканд-марафона, и после этого нас ждет уважаемая дама Биби Ханым. Ближе познакомимся. Вас как зовут? Меня зовут Наталья. Наталья. Вы? Я из Химок, а родом из Бурятии. Вот, Байкал. Так, это Россия? Да. Где красивое место? Да. Глубокое озеро в мире. Пресное. Вы пришли на десятку? Да. Ага, да. Легких ног вам. Спасибо вам тоже. Как вам город? Мы вчера приехали, пока еще ничего не это. Вот сейчас как раз на экскурсии знакомимся. Классно, да? Полезно спрятан, да? Но мы сначала приехали в Ташкент, из Ташкента в Бухару, и вот Самарканд. Чистый город, красиво. Да. История. Удачи вам. Спасибо. Не допускать никакого нового строительства, очень четко выверять, что у нас может происходить. Да? Исторически у нас вот это было, все, значит делаем. Не было, ребята, вероятно, это не здесь, это не для нас. Это так называемый город-музей или музеифицированная часть. Второй сценарий. Можно оставить какую-то часть города, а все остальное обживать. И в эту старую часть города, по сути, вносить что-то новое методом такой интервенции, интеграции. И вот на что мы сейчас с вами смотрим. Мы бегаем с вами вокруг экспо Самаркандского марафона. Самарканд-марафон проводится здесь, в Самарканде, с 2018 года. В этом году впервые Самаркандский марафон проходит параллельно с первой в истории выездной сессией Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКо. Всегда она проходила в штаб-квартире. В этом году впервые ЮНЕСКо выехала и куда? В Центральную Азию. Поэтому город полон, огромное количество туристов. Конечно, люди знакомятся с Самаркандом посредством культурной программы и программы спортивной. И поэтому главная цель Самаркандского марафона и его организатора Фонда развития культуры и искусства — это не установление национальных или мировых рекордов, хотя, конечно, мы будем рады, если это случится. Наша самая главная цель как команды — это познакомить людей с Самаркандом, развить туризм, разжечь интерес к тому, на что похож этот город сейчас, настоящий и живой. Just brief information about Samarkand Marathon. Побегут уполномоченные представители стран на конференции ЮНЕСКо. У нас бежит несколько министров, несколько премьер-министров. Эти люди не просили для себя абсолютно никакого дополнительного сервиса. Это будут точно такие же бегуны, с точно такими же номерами, без сопровождения, без помпы, без роскоши. Кто-то бежит пятерку, кто-то десятку, несколько человек бегут полумарафон. Поэтому просто знайте, когда вы будете бежать, что рядом с вами может бежать представитель целой страны здесь, на этом мероприятии. Да, классно. По пешеходной дорожке бежим налево, до огромного комплекса Биби Ханум. Там на смотровой мы останавливаемся, и я рассказываю про эту замечательную женщину. Со мной бежит Динара, организатор Алматы-марафон. Казахстана. Уже не в команде. Не в команде? Но безупречно английский. Спасибо. Біздің қазақтың қыздары. Вам большое спасибо за то, что вы и бегаете, и проводите экскурсию. Классно. Мы за здоровый образ жизни. Дархан бауырым, мына Бакудан бірге келе жатырмыз. Қарағанды, Қарқаралы өңірінен. Мына қазақтың жігіттерді осы әлемдік марафон қатарында. Уже подбежал наш хвост. Значит, мы все собрались. Получается, в самом начале 15 века Амир Тимур провел очень успешный поход в Индию и вернулся оттуда с несметными богатствами. И решил он с помощью этих богатств увековечить себя и свое правление, построив самую красивую, самую роскошную мечеть во всей своей огромной империи. Amir Timur, after he conquered
В программе. Сколько строили собор Парижской Богоматери? Да, верно. Сколько строят уже Саграда Фамилия? Да, не достроили. Вот этот весь огромный комплекс был построен за 5 лет. Я повторяю, за 5 лет. Это не современные штампованные многостройки. Это уникальный проект. Да, по чертежам и по строгим правилам строительства мавзолея, но тем не менее, 1399-1404 годы строительство ведется всем тогдашним миром, всей тогдашней империей. И вот такая громада у нас получается в итоге. Так кто же такая Биби Ханым? Биби Ханым – это старшая любимая жена Амира Тимура. С помощью брака, вот благодаря браку с этой женщиной, он получил официальный титул Бураган, то есть ханский зять. Как вы думаете, кто же его father-in-law? Кто его тесть? Его тесть Чингисхан. То есть он сам не мог стать чингизидом, а это все-таки достаточно важный титул в восточном мире, но с помощью такого политического брака, который, к счастью, совпал еще и интересами, культурой, взглядами на жизнь, он, да, получил этот официальный титул и получил в качестве супруги отличного менеджера и генерального подрядчика строек. Когда бегал все прошлые годы, таңғы жаттығудың соңғы кезеңдері. Мынау біз базардан өтіп келе жатырмыз. Әйгілі орталық. Тағы бір ерекше бір архитектуралық кешенге келе жатырмыз. Мосту вы не могли не обратить внимания, да, что большая новая автострада утоплена вниз. То есть исторический город находится выше. Современная инфраструктура ниже. Это дает и тишину в жилых районах, и отличный просмотр. Так называемый Хазрет-Хызр. Это место, через которое в город, вот прямо по этому тракту фактически заходили караваны. Приходили сюда, совершали традиционную молитву, платили таксу, шли на базар, вели торговую деятельность, возвращались, снова молились, благодарили за успешную деятельность и отправлялись дальше. Говорили так, что тот, кто помолится в Хазрет-Хызр и пройдет мимо этого места дважды, того ждет великая удача. На язык, если вы с деньгами сюда зашли, с деньгами отсюда вышли, ждет вас великая удача в жизни. Молодцы! Вы всего добились. Мы сейчас смотрим на вот эту постройку с тонкими, да, уходящими в небо резными деревянными колоннами. Все выглядит достаточно древне, но это 19 век. Но стоит это все на историческом фундаменте и на камнях века 11. А сейчас мы пробежим чуть дальше и посмотрим на настоящий 8 и 11 века, на огромный мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Жалпы Самарқанд түркі тілдес елдер емес, жалпы Орта Азияда тіпті әлемдік деңгейде айтуға болады, үздік туристік қалалардың қатарына кіреді. Көзбен көріп жатырмын, өте туристер өте көп. Бір факт, ЮНЕСКО-ның көшпелі конференциясы осы Самарқанд қаласында, қателеспесем, жаңа сондай ақпарат айтты, бірінші рет көшпелі сыртта өтіп жатыр. Бұрын енді ол өзінің штаб пәтерде өтіп тұрған, енді қазір қарап отырсақ, міне осы Самарқандта өтіп жатыр. Оның өзі не деген сөз, яғни қаланың ерекше мәртебесі туристік. Жалпы қала туризм арқылы өте жақсы бюджетін көбейтіп отыр. Туристер бұл жерде әрине негізгі қаржы тарту көзі болып табылатын. Енді бір қызығы, жалпы қала билігі, енді мемлекет Самарқандты туристік ортаға айналдыру бағытында өте көп жұмыс жасап жатыр. Енді дегенмен бұл енді дайын дүниелер.
бұл жерде орта ғасырлық бүкіл кешендер сақталған. Әрине реставрацияда жасалған, бірақ дегенмен нақты тарих осы жерде бар. Өте үлкен тарих. Әмір Темір, мавзолей Бибі ханым жаңа көрдік. Өте керемет әдемі. Сондықтан жалпы туристер тарту үшін осындай әлеует керек. Енді біздің жағдайда бұл өте қиындау жасау. Өйткені бізде тек қана Түркістанды айта аламыз. Үлкен әлеуеті бар. Қазіргі таңда өте қиын, бірақ дегенмен туризм неге ақша тартудың үлкен көзі. Осы бағытта жұмыс істеу керек. Меніңше Түркістанды әлі де енді мемлекетте өткен қадамдар жасап жатыр, дегенмен әлі де көп жұмыстар жасау керек. Мен өзім көргенде міне мына марафонның өзі қазір біршама туристік әлеуетті көтеруге бағытталған үлкен шара. Енді ертең ЮНЕСКО конференциясына келген көптеген басшылар қоса осы конференциядан бөлек марафонда жүгіреді деген ақпарат бар. Міне қалай керемет осындай қадамдар жасалып жатыр. Біз енді соңғы бір нысанға келе жатырмыз. Топ. Здесь находится предполагаемая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда, Хусама ибн Аббаса. Могила мнимая, но это как, да, такое символическое вот что-то, что якобы по легенде здесь-то он был похоронен. Амиру Тимуру этого было достаточно для того, чтобы сделать место культовым и на всякий случай заручиться покровительством на небесах. И рядом с этой предполагаемой могилой Хусама ибн Аббаса вырастают маленькие мавзолеи захоронения жен Амира Тимура, сестер, приближенных, подчиненных, феодалов, погибших во время военных походов. То есть, если вы, например, вы знаете про венгерское кладбище Керепеши, где хранили и хоронят до сих пор, но крайне редко, самых вот выдающихся, значимых деятелей общества. Вот мемориальный комплекс Шахи-Зинда и был, и остается вот таким местом. То есть место, где можно присоединиться, да, вот прикоснуться к этой вечности, к какой-то легендарной фигуре. So, this is... В XI веке продолжался весьма активно до XIX, но в отличие от некоторых мемориальных кладбищ, а это кладбище, оно продолжает жить и сегодня. Кладбище разделено на 3 части, и только одна из них закрыта полностью. То есть туда можно попасть, туда можно прийти, посмотреть, вдохновиться, даже потрогать надгробие. Если ваша семья, например, исторически живет в Самарканде, либо вы или кто-то из вашей семьи делает что-то максимально значимое для страны, есть все основания претендовать на место именно здесь. Насколько это касается каждого вообще жителя Самарканда. Среди тим-лидеров Самарканд-марафона есть девушка, дальний предок которой в XI веке, как Махмуд Караванщик, пришел в Самарканд, и это описано в летописях, и встал двором своим напротив Регистана. Так вот сейчас в районе напротив Регистана живут люди по фамилии Махмудовы. И они все дальние родственники друг другу. И, соответственно, если вы вот такой человек, который просто живет в Самарканде, у вас в вашей расширенной семье по 3-4 ребенка, а сейчас в среднем в городской семье в Узбекистане 3 детей, то можно, в принципе, задуматься, подумать, кто из ваших родственников занимает какой-то важный пост, кто сделал что полезное для страны, чем вы как бы что сделали для страны в свои годы. И, может быть, вы вполне найдете основания для того, чтобы быть похороненными рядом с предполагаемой могилой родственника пророка. Обязательно после этой точки посмотрите налево. В принципе, даже сейчас вот мы бежали и видели мемориальный комплекс, надгробия, да, это кладбище, и оно продолжается довольно долго. Потом оно сменится такими осыпными песчаными склонами. Вы пробежите мимо городища Афросиаб или Афросиёб, город на темной или черной воде, Афросиёб. Это то самое место исторически, откуда Самарканд пришел, где он родился, где он стоял с 8 века до 1220 года. Он в тех стенах пережил нашествие тюрков, других тюрков, не наших тюрков,
приход Александра Македонского, нашествие арабов. И в конце концов, в 1220 году, именно там, на месте Афросиаба, город был разрушен Чингисханом, чтобы спустя не такое большое на самом-то деле время снова подняться в новом месте, из которого мы с вами только что прибежали, благодаря родственнику Чингисхана, Курагану, зятю хана, ученым, книгачеям, математикам, звездочетам. На свои деньги в предместьях Самарканда он отстроил невероятно передовую по тем временам обсерваторию. И вместе со своими учителями и учениками они сидели и фактически на коленях с помощью воображения и математики описывали и вычисляли координаты 1018 звезд. До конца 18 века, начала 19 века координаты Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна и некоторых из этих звезд отличались от точных значений, полученных уже с помощью оборудования, на 3-5 секунд. В масштабах вечности, в масштабах космоса это просто крупинка, песчинка. И это тем более удивительно, что у человека не было по сути ничего, кроме вот его пера, его бумаги, стола и понимания того, что где-то мы не одни в этой вселенной. Можно сказать, что вот своим развитием науки и искусства, покровительством науки он утвердил свое великое завоевание, Он сделал свое царство просто, можно так сказать, не от мира сего. Оно было не в военных походах, оно было не в завоеваниях. Оно было именно в развитии некой интеллектуальной составляющей, которая действительно вошла в века.